Само появление иконы Божией Матери Иверской – это чудо, явленное миру. И, наверное, бы никогда бы мир не узнал об этом образе, если бы не те беды и те гонения, которые случились в то время, когда иконы были гонимы, и когда ересь иконоборчества распространялась с неимоверной силой, и святые образы, они отбирались от благочестивых людей, христиан, и подвергались уничтожению. Именно такой случай произошел с одной вдовой, когда ворвались воины и, увидев образ Божьей Матери, пронзили образ копьем. Произошло чудо, которое было, может быть, не замечено самими обидчиками, хулителями, но это было замечено той вдовой, которая имела эту святыню. Из пречистого лика Божьей Матери произлилась кровь. Она понимала, что сохранить образ ей будет невозможно. Рано или поздно у нее отоберут и уничтожат. И она, полагаясь на волю Божию, отпускает святой образ по морю, полагая, что Господь управит этот образ в более достойное место. Действительно, так и произошло, что этот образ, он прибился волнами к святой горе Афон, к святой обители Иверский, потому что эта обитель, этот монастырь были основаны выходцами из Иверии, то есть с Древней Грузии. И именно по названию этого монастыря сам образ стал называться Иверской. Голос Божьей Матери возумлял монахов и говорил о том, что «Я пришла к вам не для того, чтобы вы меня хранили и берегли, но чтобы мне быть защитницей для вас». И вот с тех пор этот святой образ, он находится в этой святой обители, оберегаемый, сохраняемый. Это действительно чудо, явленное миру, и тому свидетельство огромные дары, преподнесенные святому образу за то чудо исцеления, за то чудо врачевания, помощи разным людям, обращающимся к этому святому образу в различных нуждах. Афон – это полуостров, это греческий полуостров, его называют монашеская республика. Он отделен от внешнего мира, туда невозможно просто так прийти, для этого нужно особое благословение получить, для того, чтобы посетить это святое место. Святую гору Афон посещают люди, которые ищут Бога, которые ищут спасения. Открыть тайну Афона, показать великолепие, красоту не только храмов и монастырей, но и красоту монашеской жизни. Как-то проложить некий духовный мост между далекой Удмуртией и святой горой Афон. И вот именно поэтому здесь построен этот храм. При большом стечении народа было отмечено не только благолепие, но действительно высокое качество выполненных работ. И сегодня люди имеют возможность любоваться нашими трудами и, конечно, славить едиными устами, единым сердцем Бога и Творца, и, конечно, Его Пречистую Матерь. Нам было важно наполнить его содержанием таким, который бы действительно нам говорил о святой горе Афон и о самой Греции. Это мозаика, изображения на полах, те символы, которые связаны с историей или возникновением этих святых монастырей. Это все говорит именно вот об истории, оно информативно, оно людям открывает некую страницу, которую, может быть, и никогда не знали, сейчас не будут знать. Храм сегодня находится, скажем так, в сердцевине такого, знаете, густонаселенного района. Он находится на одной из центральных улиц, и я бы даже сказал, он является такими вратами в город Ижевск, потому что люди, приезжающие или прилетающие в город Ижевск, едущие с аэропорта, они не могут мимо проехать. Как Божья Матерь является вратарницей, так и наш храм, в своем роде является таким вратарником. Да, он является воротами в город Ижевск. И сегодня мы можем говорить действительно, что храм востребован, он не пустует, потому что мы уже службу ведем более 2 лет в Нижнем храме, и сегодня действительно появляется такая необходимость в расширении площади молитвенного помещения. Я хочу обратиться к православным людям города Ижевска, к жителям города Ижевска, к жителям Удмуртской республики, ко всем православным христианам. Те, которые в храм ходят, или те, которые еще ищут свою дорогу в храм, те, которые пытаются найти тропинку к Богу. Я вас приглашаю посетить наш храм, познакомиться с нашим храмом, познакомиться хотя бы так визуально с историей, культурой Греции, Афона. И, может быть, действительно наш храм будет теми вратами, ведущими вас в вечность. Спасибо, Господи.